Это наш подарок от нашей организации. Маленький взнос для того, чтобы ты отъехать. Иса Буружев 32 года прослужил в правоохранительных органах. Полковник милиции в отставке. После нападения бандита в июне 2004 года оказался прикован к инвалидному креслу. На посту в Яндере, когда он ехал спасать своих товарищей, попал в засаду. В тот злополучный день в него угодили 2 пули, одна из которых задела сонную артерию и осталась в теле. Все эти годы внимание со стороны бывших сослуживцев оказывалось ему всегда. Вот и сегодня представители организации ветерана боевых действий приехали не с пустыми руками. Они привезли автоматизированную электрическую инвалидную коляску. Теперь Иса самостоятельно, без чьей-либо помощи, сможет выехать в магазин или же к соседям, чтобы просто поговорить о последних новостях в республике и за ее пределами. Тут все правила дорожного движения надо будет соблюдать. В силу тяжелого ранения, которое я получил в 2004 году, я сам самостоятельно не могу без посторонней помощи передвигаться. А сейчас, имея вот такую коляску, конечно, в летнее время можно бы выйти во двор, на улицу, даже поехать к соседям в гости зайти. Вот. Кроме этого, я бываю за пределами, езжу для прохождения реабилитационных курсов. Конечно, его можно с собой туда забирать, будет очень удобно. Эта многофункциональная автоматизированная электрическая инвалидная коляска отвечает всем современным требованиям. Стоит она около 400 тысяч рублей. Даже разогнаться может 10 километров в час. У нее есть свет, как мы видим, да, вот есть правый и левый поворотники. То есть это сделано для того, чтобы человек мог выехать, если даже он где-то занимается или поедет в магазин, чтобы он мог спокойно по движению, вот как автотранспорт двигается, да, чтобы он мог выехать и поехать как полноценный участник дорожного движения. Вот у него есть ремень безопасности, он может застегнуть свой ремень, и все, никаких проблем нету. Ценой здоровья, а порой и собственной жизни эти ребята защищали свою родину в самое непростое время. Они знают цену миру, ведь именно ради него они и рисковали. О своем таком положении за все эти годы он ни разу не пожалел. Иса уверен, если бы он на тот момент уже знал, что останется инвалидом на всю жизнь, все равно бы пошел на этот шаг. Если даже я был бы уверен, что оттуда живым не вернусь, я все равно пошел, потому что я обязан был пойти. Потому что я принимал присягу. И помимо этого, даже без всякой присяги, я патриот своей республики и своего народа. И если даже сегодня надо будет пойти, я сяду в коляску, возьму оружие и пойду. То одной рукой я тоже хорошо умею стрелять. Таких героических историй немало. Эти сотрудники правоохранительных органов защищали республику в самые тяжелые времена. Сегодня о них не забывают. По мере возможности помогают и вдовам погибших сотрудников, и тем, кто так или иначе пострадал от рук бандитов. Подарили вот это сегодня Исе, которую мы подарили, это уже 28-я электрическая коляска, которую мы дарим. А так мы подарили и кровати, 6 штук, и обеспечили лекарствами и путевками. Вот лекарственное обеспечение мы вообще не освещали. Вот, допустим, сейчас у нас на днях должно прибыть лекарство на 8 месяцев одному инвалиду. Это стоимость их 970 тысяч. Вот эти лекарства он сам покупал. На сегодняшний день 8 месяцев в году мы уже будем обеспечивать лекарствами. И других ветеранов, которые не знают об этом, да, вот то, что лекарства можно у нас заказать и бесплатно получить, я бы хотел, чтобы другие ветераны тоже обратились, кто не знает об этом. Мы будем помогать им. Мы помогаем и в протезировании. Бесплатное протезирование мы тоже делаем, хотя это никто не знает. По словам руководителя организации Беслана Илиева, в 2020 году они намерены и дальше оказывать всестороннюю помощь ветеранам боевых действий по мере своих возможностей. Светлана Томова, Магомед Белакиев. Новости 24.